По сообщениям Turkistan Press, Google, являющийся одним из крупнейших поисковиков мира, готовится к выводу своей системы из Китая. Причиной такого решения послужил закон о повышении налогов на китайскую продукцию на 25%, после которого между США и Китаем разгорелся экономический кризис. Такие фирмы, как Nest, GoPro и Nintendo, которые производили свою продукцию в Китае и импортировали в США, сообщили, что уходят в Тайвань, Северо-Восточную Азию, Малайзию и Мексику. Столкнувшись с критикой мирового сообщества из-за репрессий в Восточном Туркестане, Китай решил избавиться от видимости военного положения в регионе. По последним данным, правительство Китая приняло решение демонтировать заборы из колючей проволоки и баррикады, установленные перед блокпостами, школами, зданиями частных компаний, мечетями и госучреждениями в Урумчи, а также ряде городов Восточного Туркестана. Освобожденная из китайского лагеря гражданка Киргизии, являющаяся переселенкой из Восточного Туркестана, дала свидетельские показания. Девушка рассказала, как в тюрьмах и лагерях китайского режима издеваются над узниками и изымают их органы, которые в дальнейшем сбывают на черном рынке. Благодаря продаже органов Коммунистическая партия Китая получает огромные доходы. Пентагон обвинил Россию в провокации и разжигании конфликта между США и Турцией при помощи соглашения о поставках С-400. Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон сделал следующее заявление. «Самым большим козырем для России станет разделение в рядах НАТО, но мы не допустим этого и продолжим сотрудничество с Турцией, так как мы являемся союзниками более 70 лет». Гонконг откладывает на неопределенный срок рассмотрение закона об экстрадиции в Китай, ставший причиной массовых протестов. Об этом заявила глава администрации Гонконга Керри Лэм. В ходе акции пострадали 22 полицейских и более 70 протестующих. Полиция сообщила об 11 арестованных. В столице Таджикистана прошел 5-й саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Темой саммита стало общее видение безопасного и процветающего региона. На саммите были рассмотрены вопросы сотрудничества в политической, экономической, социальной и гуманитарной сферах, а также действенные меры в борьбе с имеющимися проблемами и угрозами.